Сейчас мы находимся под мостом Миллениум. И, как видите, огромная территория здесь абсолютно никак не занята. Здесь есть только вот такие вот граффити. Но, как нам стало известно, совсем скоро именно здесь может появиться новое общественное пространство. И сюда придет прогрессивная молодежь, которая начнет диктовать уже свои правила. Идея построить молодежный парк под мостом пришла в голову вот этим ребятам. Пока их проект на уровне эскизов, но выглядит вполне реальным. Здесь можно будет смотреть кино, заниматься спортом, обедать, да и просто отдыхать. Это экстремальные виды спорта, и баскетбол, и граффити. Также общественные пространства продумали, чтобы любой человек, который хочет здесь находиться и понимает, что он творческий человек и хочет креативить, он мог сюда прийти и провести здесь время именно так, как он хочет. В состав творческой группы вошли не только дизайнеры и архитекторы. Обеими руками за казанские экстремалы, скейтеров и BMXеров в столице много, а развернуться им негде. В нашем городе существует один скейт-парк на данный момент, и популярность среди молодежи огромная. И как только мы узнали о том, что разрабатывается подобная концепция, мы сразу же решили подключиться. В стороне не остались и баскетболисты. Центры уличного баскетбола есть в 10 городах страны. Этот список хотят увеличить. К сожалению, в Казани вот такого центра нет. И в прошлом году нам пришлось сменить наше место, где мы обычно играли, и мы сейчас, получается, вообще остались бездомные, так скажем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы все-таки вот этот проект под мостом был реализован. По задумке дизайнеров казанского проекта, пространство под мостом должно стать продолжением Кремлевской набережной и соединить ее с парком Горького. Существуют они и в Америке, и в Европе, в Бостоне, допустим. Там развязки над этим пространством, их еще больше, чем здесь у нас. Вот, поэтому наше это пространство под Миллениум имеет большой очень потенциал. Этот проект пока остается только на бумаге. Появится под Миллениумом общественное пространство или нет, будет зависеть от того, насколько оно на самом деле необходимо и желание тех, кто горит этой идеей. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.